Альтиевский водозабор – один из самых крупных объектов в системе водоснабжения республики. На площади в несколько гектаров до недавнего времени было 8 старых скважин, из которых работали только 4. Построили его в 60-х годах прошлого столетия. Изначально он питал станицу Карабулакскую и Малгобек. Позже распределение изменилось, подключились Назрань со всеми ее округами, Барсуки, а также Газиюрт. И это учитывая то, что население муниципалитетов намного больше. Здесь около 150 тысяч абонентов. Воды не хватало. Именно поэтому несколько лет назад приняли решение о модернизации объекта. Ее начали в марте 2022 года. На эти цели выделили свыше 800 миллионов рублей. Этот проект нам даст еще дополнительно 24 тысячи кубометров воды. Это способствует тому, что увеличение кубометров, так как и частный сектор, так же и юридические и прочие организации. Помимо этого водозабора у нас будет еще действующий водозабор, будет у нас на 50% функционировать. И так получается, что мы превысили норму подачи воды на 20 тысяч кубов воды, то направление, куда мы направляем. Перемены стали возможны благодаря федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». Сейчас модернизация на завершающем этапе. Здесь команда специалистов старается выложиться по максимуму, чтобы не пришлось возвращаться к проблеме с водой в Ингушетии. Разгрузится это самое главное топливо, Барсуки, Альтиево, часть Назрани, потому что мы отсюда будем уже 11 участок набирать. Разгрузится у нас также Магазовская линия, центр Камар разгрузится, потому что оттуда воду мы уже не будем столько подавать в 11 участок. Так, я думаю, полагаю, что в ближайшие 10-20 лет у нас в регионе, вот в эту сторону, не включая Малгобек, в этом Малгобекский район, а в эту сторону, вот Назранский район, я думаю, что проблем у нас не будет с водоснабжением. Альтиевский водозабор – это целая система водоснабжения. Этот микрорайон в народе называется «За-каналом». 12-я площадка завершающая. Именно досюда насосные станции в 3 этапа будут перекачивать воду с равнины. И разделено на 3 этапа. Первый этап был завершен в прошлом году. А второй и третий этап были начаты в этом текущем году в январе и будут завершены в декабре текущего года. На данный момент отставания у подрядчика нету. В ходе строительства наша организация выявляет замечания, отклонения и, соответственно, выдает заказчику и подрядчику для устранения и для дальнейшей работы. И уже из этих накопителей вода будет подаваться в Плиево, Гамурзиево, Барсуки и ближайшие районы новостроек. Автор станции, а вот я его и хитин держу ультрафильтровочистки воды, а же станции его ханса, а вот и ешь. Так я халяш 500 труб водопровода, а его лач пластиковую трубу. На сегодня в рамках модернизации пробурили еще 10 скважин, причем эти в сравнении не идут со старыми. Над каждой возвели отдельный павильон. В них располагается все необходимое оборудование для эксплуатации водозаборного узла. К слову, старый насосный агрегат также в рабочем состоянии. В данное время он работает безотказно. Как только что-то там летит, делаем, латаем. Это построение, как вы видите, старое. Все там старое практически. Кроме там нескольких насосов, которые мы новые купили, поставили. Эта насосная станция у нас в дальнейшем тоже будет работать. Часть насосной станции будет работать, потому что от этой насосной станции идет ветка в другую сторону. Потому что с этой ветки нам людей снимать и новую ветку протягивать тоже пока практически варианта нет. Кроме Альтиевского водозабора запланировано строительство крупного объекта водоснабжения на реке Асса. Работа в этом направлении также ведется. Хавагагива, Акрамат Десхоев, Магаз 24.